Ну и снова здравствуйте. Всем привет, друзья. Наконец-то мы смогли вырваться. Мы хотели днем поспать, вечером выехать, но так получилось, что пришлось нам быть дома до самого вечера. Только соберемся вот днем выйти, пообедали, ну позавтракали в смысле. Только собрались выехать, все, ветрище такое невозможное. Потом ливень. Вечером спытался опять дождь, опять зашел. Его сейчас, наверное, уже сколько, 7 вечера, да? Времени, по-моему, побольше уже. Баболево 7 вечера, уже 8 час. По-быстрому проверил продольники. Забыл камеру, Славка, принесла. Проверка продольников нам принесла 2 язей и 3 окуней. 2 маленьких, 1 хорошенький вот этот. И буквально с первого заброса там я поймал 1 окуня на дамбе. Славка подошел, не стали терять времени, кидать там, сплавляться. Сразу приехали сюда вот на дамбу. И отсюда сейчас от дамбы потихоньку начнем самосплав. Сплавимся до дамбы. 20:04, 8 часов вечера, уже 9 час. Ну, если мы днем провели время в доме, значит ночью проведем время на реке. Лишь бы погода нам это не испортила, потому что вон полностью все затянуто, кругом темень, кругом тучи. Правда, вышла вот радуга. Вот такая вот радуга у нас. Слав сказал, что если радуга есть, дождя не будет. Ну, мы это посмотрим. Посмотрим. Да здравствует рыбалка. Начинаем. Так, друзья, первая поклевка. И кто у нас там? А у нас там вот такой вот прекрасный окунь. Чуть было не ушел, но не ушел. Вот такой. Первая рыба сегодняшнего дня. Сегодняшнего вечера. Или по нашему сегодняшнего утра, да? Да, поздравляю. Клюнула на вертушку. У нас с тобой, Слава, одинаковые вертушки, да, получается? Да, обе желтые. Угу. Обе желтые. У меня только с этим. Как его, с рыбкой. Со скелетом рыбы. Ага. Со скелетом. Дно видно, да? Нет? Или... Не должно здесь. Глубоко должно быть. Ну вот, увидели первую поклевку. Я еще только подумал, говорю, чтобы, не одинаково было, чтобы, экспериментировать, поставить воблер или... У меня есть хорошая резина, щучка такая. Лет 10 назад она просто на ура здесь работала. Розовая щучка такая. Щука брала вот именно. Бывало крупный окунь даже. Крупная щука такая. Но я боюсь, как бы вот с этим удилищем она будет улетать, наверное, хрен знает куда. Она тяжеленькая такая. Все-таки эта удочка более нежная, скажем так. Ну такая еще у меня. С рыбкой, видишь? Ну, у меня такая, а у меня синенькая вот такая же. А, нет, шарики у меня, ну. У тебя это этот. Мэпсовская, по-моему. Ага. Или Лаки Джоновская, я не помню. Сегодня ловим чисто на снасти у Славика. Привез. Можно вооружить целую деревню, блин, снастями. Так, и что-то. Работают? Знаешь, что сказал Дима? Почему, говорит, я говорю, что-то, говорю, окунь слабо клюет. Он сказал, окунь только что, говорит, отнерестился полностью, говорит, Раньше, говорит, в сетях его было много, а теперь, говорит, он весь отнерестился и вообще не ходит, болеет, типа, вот это, отлеживается. Вот это, что единица, это, говорит, первое, не знаю, возможно, он и прав. Может быть, отошел куда-то в ямы там или еще что-то. Ну и я ничего не могу судить по весне. Обычно обычно такая погода у нас в июле, да. В июне обычно такая погода, большая вода и совсем другая рыбалка у нас. Дождик начался, да. А так, то, что вот ранняя весна, окунь-то может быть немного раньше, не настолько. Может быть, он и прав. Не знаю, как это скажется на рыбе. Это ранняя весна в этом году. Но пока мы видим то, что видим. Все, начал накрапывать дождичек, пока выключаемся. Даже не успел включиться. Немного подъехали к берегу и сразу поклевочка. Тихо будет. Вот такая красотулька. Да. Вот и первая щучка. Да? Только ветром не унесло. Чтоб только ветром. Щуки стандартного размера. Все как на подбор. Но если щука клюнула, это дает надежду, что все-таки поклюет сегодня. Пусть даже и такие, но они наши. Самый вкусный размер.
Конечно, приятно тащить трофейную щуку, но хоть бы так. Где же не появится? Или трофей? Где-то есть. Есть куда. Может, они просто так же Болеют. ушли на глубину или болеют, как говорят народ, зубы меняют. Я вот и все, и как эта щука меняет зубы, ну, считаю, так и считают. И главное, как не клюет, все говорят, вот, щука меняет зубы. Это в июне не клюет. Июль месяц, щука меняет зубы. Да ёшкин кот, когда она, блин, как не клюет, так она и зубы меняет, блин. Акула. Да. А как клюет, во, зубы поменяла там. Ну, я никогда не видел беззубую щуку, никогда, вот, поверь мне. Блин. Там же говорят не зубы, там же типа десна у них красные. Не знаю, что у них становится красной, но бывает, что они не клюют. То есть это чаще бывает, реже бывает, когда активный жор щуки. Сейчас вот я уже не знаю, пару лет точно не замечал, чтобы она вот так вот плюхалась просто в кустах. А раньше, вот я говорю, лет 10 назад, ее просто завались было. Кусты кипели вот это, везде плески такие, блин, и щуки такие хорошие были. О, вот он. Окунь гнался. За блесной, ну. Блин, дождичек противный. Так, ну что, продолжаем потихоньку обкидывать. Ветер у нас не совсем попутный, от берега относит, приходится постоянно корректировать. О, был удар, был ударчик, но это походу окуневый. Приходится, нет, это трава была, приходится постоянно на моторке подъезжать к берегу и опять потихонечку относится от берега. Как бы дополнительное неудобство, но ничего страшного. Продолжаем. Так, вот, друзья, наконец-то я нашел свой потерянный воблер. В моих снастях вот такой вот воблерочек. Это подарок от Сергея Башко. Что написано? Виннер какой-то. Рыбка просто показала позапрошлый год отличные результаты. Блин. Попробуем, что она скажет нам в этом году. Прошлый год я ее так и не нашел. Нашел только зимой, когда закончился сезон. Так, ну что, донбасская приманка. Вперед из песни. Ой, трава, сколько травы. Подъехали ближе к берегу, к траве, да, здесь трава. Ну, в траве и щука бывает, возможно. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Вон она как классно играет. Просто супер. Ударчик есть, поймал. Есть, да? Да, что-то идет. Кто-то клюнул, наверное, щучка. Похоже. Сошла. Нет, вот она, идет. Или сошла. Идет, вон щучка небольшая. Маленькая такая. Карандаш, ну. Куда? Завела. Не, нормальная. Нормально, Ой, пойдет. самый раз. Пойдет. Вот и Славка обрывился. Молодца. Только я не успел включиться. Не успел? Я тебя включусь. И ведь, Размер 1, да? ну, стандартный размер. Полкилошки. Потому что на перекате. Нет, или язь. Что-то хорошее сразу ударило. Взять этот подсак. Мне кажется, надо... Тихо. Язь. Вот он. Язь. Вот, друзья. Классно. Так, я выше подниму чуть-чуть Давай. и закинем якорь. Первый заброс и сразу язь считай. Он, сошел. Зашел там. Готовься якорь скидывать. Подожди. Я-то думал, мы проплывем из-за этого, что потом обходить далеко. Кидай. Славка сработал четко на подхвате. Если бы так без сачка попробовали поднять, возможно бы и сошел, да? Да. В сачке-то он ушел, потому что... Угу. Команда работает хорошо. Да.
Немцы, когда Делали. мы это сделали, да, вовремя поменял я воблер на блесну. Все-таки с этой весла рулит. Блесна, да. Ну, я, видишь, я к перекату подплывали, я думал, что это, возможно, будет хариус, тем более он с Пелецки увидел. О, уточка. А, нет, не утка. И только первый заброс, и сразу он ударил. Сейчас посмотрим, будет, не будет продолжение. Он ждал тебя. Только шлепок об воду, и он сразу так бац. Это был язь. Хорошо. Это радует. На перекате. Ничего себе. Это уже не первая, помнишь? Да, на перекате щучка взяла вон. Ищем хариуса, блин, вон. Пока Славка на бомбарду тут Щупачок. пытается. Отлично. Это очень хорошо. Славка пытается харизол ловить на бомбарду. Это здорово. О, потихонечку улов растет. Свои пол-ведра, может быть, все-таки поймаем сегодня. Ох ты, вон, вот она была. Лес красивый, прямо. Да. Прям по курсу. По этому борту такой. Поэтому, Вот так вот, прямо туда. ну, лови. Сейчас. О, чуть-чуть как раз вперед кинул. Встали на перекат в надежде поймать хариуса. В итоге поймали язя и щучку, а хариуса нет. Что-то он не хочет плескаться. Вон, я не знаю, что-то было, поднимался, но это что-то не похоже. Больше на окуневое что-то похоже. Ну да, что-то не то. Хариус так не плещется. О, плескается. Это мелочевка какая-то. Со всех сторон. Я не помню, вчера здесь были, на этой дамбе? Нет, нет, вроде бы. Бомбарду не хочет. Может, мушка не та. Может быть. Смотри, на перекатах, да, щука, вот что она, вот там плесканулась, сейчас я попробую туда запульнуть. А говорят же, щуки, вот, ну, на лесных речках особенно, любят стоять на перекатах. Перед перекатом и после переката. Ну, Когда рыба, ну, туда. а тут она прямо на самом перекате. Так, хариус брать не хочет у нас. Остановились. Ну, еще не совсем. Сейчас еще немножко сплавлюсь и попробую за перекатом. Вот на спаде получается. Тут такой порог. Опа, есть. Есть поклевка. Но это, наверное, окунь, я так думаю. Потому что обычно так тут живут окуни. Да. Это окунь. О, смотрите, какой окунь. Опа. Друзья, смотрите, какой окунь. И я его поймал за жабру. Ага. Он типа промахивался, да? Акала промахнулся. Но у нас не побалуешь. Все, дно закрыли уже. Вон, Угу. ништячок. Красотуля. Так, значит, мои догадки были правы, да? Он на спаде здесь стоит, за перекатом, под перекатом, то есть. Под порогом вот этим. Сейчас чуть-чуть ниже спустимся, будем в сторону кидать, вот прямо по бровке вот этой. И должно сработать. Солнышко тем временем село уже за елки, за горизонт. Скоро наступит белая ночь. Радуга. Белая ночь опустилась над городом. Да. У Печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Как-то вот так. Все, перекат проехали, даже не задели мотором. Отличная глубина. Нет, вот там вот отличная глубина переката, я имею в виду. И вот я так думаю, под перекатом вот здесь рыбы немерено. Ее просто здесь немерено. Лишь бы она брала. Там потому что на струе, вот видишь, я же говорю, немерено. Вон поклевка. И уж сход. Сход. Потому что на струе им держаться тяжелее. А тут как бы под струей
намывает всякую хрень вот это. И плюс наши хрени тоже. Летают, плавают, крутятся, вертятся. Да. Ну, смотри, видишь там? Чё? Плескается. Ну, вот перед Ну, перекатом. это мелочок. Рюзовая. Ну, что мелочок? А щуку язя поймали на перекате прямо. Хариуса нет. Хариус не хочет. Стесняется. Не замеряли воду. Мужики говорят, может вода прибыла с этими дождями. Может быть и в этом причина. При подъеме воды клев прекращается полностью. И хариус так вообще перестает. Только вода шевельнулась в сторону прибытия, и все. Он уже перестает клевать. Вот так, ребята, Это правило. я не знал. Подъем воды всегда отрицательно. Блин, закрутилась леска. Ладно, до первой поклевки. Зацепились оба в одну корягу со Славиком. Вон. В одном месте два зацепа. Пытаемся отцепиться. Посмотрим, что получится. Одновременно, главный, Славик только зацепился. Я говорю, сейчас докручу и тоже попробую. Что, отцепился? Я тоже. Я тоже. Отцепились. Ну какая-то коряга здесь лежит. Да, значит надо клеить в другую сторону. Однозначно. Там вот ниже коряга. Походу вот здесь такая вереница коряг. Может быть. Сейчас проверим. Версию. Да, еще раз. Значит точно есть. Еще раз зацепимся. О, хорошая глубина. А, это нет. Это небо. Небо в облаках. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Только собрались поднимать якорь, и была поклевка. Вот она. Я его так подниму, попробую. Он может сорваться, плохо висит. Опа. Но он наш. Посмотри, как висел, смотри. Еле-еле он. Да, да. Раз. Ага. И окунята хорошие такие. А хотели только рвануть отсюда. Ну, у вас такие же, да, куня? Поменьше? У нас побольше бывает еще. Есть. Не, бывают, я понимаю. Так, стандартный. А стандарты, ну, чуть может поменьше. Бывает. Ну, такие, да, если на вычуге где-нибудь там, не знаю. Я там не ловил ни разу. Только собрались поднять якорь, вычерпали воду с лодки. А то вода не только в реке, но и в лодке прибывает. Небо капает туда. Да и не только с неба. Ну все, теперь можно, наверное, поднимать. Когда самосплавом плывешь, блесна лучше играет. Да, все, я понимаю. Так, у Славки поклевка. Щука. Что-то тишина. Не понял. А, вот она идет, да? Ух ты. Ясь. На эту взял есть. На. Ох, смотри, какой крупный. На рыбку 3D взял ясь. Да. Ложи. Так, положи. Сейчас он запрыгает. Не, сейчас. Ничего себе, вот это ясь. Хороший ясь, под килограмм, наверное, будет. Офигели. Нет, меньше, грамм 700. Друзья, поставил рыбку и на него ящик. Вот какой. Красавец. О, понеслась. Запутал все. Я и думаю, так спокойно шел, да, главное? Ага. Ему, Так красиво так залез вот это. ему просто, скорее всего, какой-то нерв передавило вот это крючком. И он так спокойно из-за этого шел. Ух ты, прям за глаз. Ой, вот все разорвал он себе. А? Он себе все разорвал. Ну я говорю, он это. За 2 крючка, да, попал? Да. А где эта штучка у нас? Штучка, дай мне. Конкретно. Славка дал мне воблер, в общем, друзья. Первый заброс. И сразу он. Окунь, окунь, окунь. А, окунь. Не, щучка маленькая. Давай возьмем так вот. Да что я там? Тихо, тихо. Ну этого отпустим, Шурка? А? Этого отпустим? Ну, отпустим, пусть живет. Или в жабру попал? Если в жабру попал, забирай. Тихо, 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 друг. Тихо, не. Иди гуляй. О, какой воблер. Сразу первый заброс и сразу сработал. А я тебе сразу сказал, да, вот это должен нануть. Только это. А смотри, сколько уже поклевок не было, начали снасти менять, в общем. Тут только поменял воблерок. У Славки на спиннинге легкий вес недалеко летит. А моему пофиг, да, сколько закидывать. Ну, я тебе говорю. Мы наоборот
легкие кидает, тяжелые У тебя наоборот, да. У меня наоборот тяжелые, наоборот, любит. А у тебя тяжелые не... Вроде есть тест 7.28, мне кажется, все равно нежнее. Все. На этом все кончилось. Ну, это, тут может был один шурагай. Просто нас несет в обратную сторону. Шалупонь. А мне течение туда, все правильно? Угу. Я в другую сторону, надо нам... Течение в обратку идет, ну. Нам надо рулить в другую сторону. Ветерок-то был южный, тогда нас вело хорошо. А сейчас нет. Сейчас надо редактировать. О, ну да, красиво играет воблерок. Он еще и с шумом. Он шумный, да. На джуме, да, вы заказывал? Да? 10 штук сразу. Ну, там было упаковки. А А я потом разделил, я же, ну, розыгрыши же делаю на своем канале. -а. Каждые 100 подписчиков у меня розыгрыш. Ага. Ну, 100 человек набирается у меня там. Я розыгрыш 100 человек и так. Запутал. раз. Язь, достань это. Сачок. На воблер я взял. Тихо. О, поймали. О, такая же история, как и у тебя. И опять тоже за глаза. Ах ты. Руки осторожней. Очень кучки острые. О, тоже за глаз попало. Ага. О, видишь? Угу. Ах ты. Ну ладно, попробуй там. Попробуй сюда. Я уже открыл. Да, уже там потом. На воблер. Вот на такой вот воблер. Уже вторая рыба. Щучка была. И теперь вот язь ударил. Он бьет его, а потом, видишь, глазом цепляется. И все на одном месте. Ну какие язи у нас. Бойкие. Глазастые. Да. Нравятся им воблерочки-то. Блин, запутала конкретно. Ладно, распутываем. Рыба? Остановилась, да? О, есть. Ну, поймал. Ушел. Это рыба плывет вон поверху. Ну. Я тебе говорю, Или что это такое? Рыба. У меня клювает. Смотри. Оп. Смотри, сейчас брать будет. Смотри. Нет, у тебя-то брала другая фигня. Все, утопилась, да? Да. Поверху прямо плыла. Утопилась. Утонула. Не, что-то клюнула же. Она же клюнула. Не она дальше она так поверху и плыла. Нет же, она бульк туда и хоп, хватанула. О, вот она уже где плывет. Это рыба, ёпта какая-то. Так, тихо. О. А что она поверху-то плавает? Так поверху и плывет, да? Ну. Вон. Питер Павел, что ли? Рыбный бог. Привет. Так. Ну-ка вот так. Так и не поняли, что это была за рыба, но это была рыба. Сачок не помешает, наверное. Не круп... О, щука. Дед, язь. Опять за глаз, видишь? Тихо. Любит они подглядывать. Тихо. Смотри, как зацепилась. А нет, за рот. Один рот. Ага. И один он. И один за чипов за жабру. Почти что. Того не бросишь потом. Вторая... Тихо. Тихо. Ты чё, блин? Тихо. Вот ты меня, говорю, хоть так и хочешь меня зацепить, а сам кричит просто. Ну это ерунда, это во время броска не... Главное не во время броска, со всей дури когда. Так-то зацепил и все. Я ж тебе не в ухо, я ж тебе в шапку. Шапку дала. Твой воблерок уже второго язя поймал. Что там? Траву поймал. Трава, ну. Надо гублять. Надо. Либо тихо, либо... Вот такой вот красный воблерочек. Не красный даже, хрен пойми какой. Да. Желтый, снизу желтый, полоска красная сверху и белая полоска снизу. Такой весь золотистый переливается. Маленький воблерочек. Хирурга. Славян пытается
достать из пащи, и это у него получилось. Я же профессионал. Вот такой вот щупачок. На этот раз работала серебристо-красный воблер, арбузик. Тоже одну щучку небольшую поймал. В общем, все воблерочки потихоньку работают, но очень тихонько, потому. Нет слов, да? Да. Я тут сглазил свою плетенку по своей глупости, намотал тяжелую блесну, и у меня вылетел из бородой, и теперь у меня 2 узла там на плетенке. Слава говорит, оторви и выкинь кусок. Я говорю, нет, пусть будет пока так. Очень много, потому что метров 50 лески, плетенки выкинется. И теперь вот жик-жик пару раз вот так вот при забросе узелки чувствуются. Ночь, белая ночь, и очень редкие поклевки, просто очень редкие. Окунь не клюет. Так, мелкие щупачки и язи иногда. Походу язь, он самый. Почему-то видишь, они это на воблере не шалохаются потом, ну как не шалохаются. А потому что тихо-тихо, он и за брюхо зацепился, и за... Да, главное аккуратнее, чтобы тебя нет того. Не сделал. Ты не это, ты того, да? Да. Не вижу ни хрена. Помочь? Ну, он вот это, сачок отцепи. Не вижу сачок. Сейчас, подожди. Это держи его. Держи. А, видишь, сам себя цепляет. Вот тут цепился. Оп, оп. Это который я держу на воблер, да? Угу. 4 или 5, я уже не помню. Все, есть какой-то? Я просто не вижу. Всё. Так, второй, подожди, оп. Давай. Так, он потихонечку растет. Скоро уже до норматива дойдем. Норма у нас пол-ведра в день. У меня сегодня рыбалка получается плохая. Я предоставляю только Гене свои снасти, он ловит их. Почему? Поймал же Он ты. эксперимент. Ну что, одно? За ту самого крупную язя поймал. Ну, так это редко. Что это? Мы не пользуемся резинками. Вот на резинку, мне кажется, оно пошло бы работать. Я что-то не это. Правильно, резинкой не пользуюсь, потом дети появляются. Да. А потом, говорит, алименты платим. Да уж. Ну, что говоришь, там еще есть рыба, да, в реке? Это хорошо. Так, друзья, попробую вот на такую Басара софт филинг, ну вот вообще такие вот воблерочки. И они с запахом еще, такой запах специфический. Вот такой вот твистер. Так, должен быть так ведь, да? Крючок сверху должен быть. Сейчас попробуем. Что у нас получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. А мы на кастмастер пробуем. Кастмастер? Кастмастер, да. Кастинг типа, от слова кастинг. Кастмастер, давай. На белый. Матовый белый. Ай, слишком головка большая для этого. Слишком большая головка для этого. Что-то мы куда-то уплыли. А, мы Ну что-то в середине. яму, да, сейчас подъедем и попробуем. Вот и резинка сработала, не знаю, дотяну, не дотяну, но что-то зацепилось. Походу это язь по ударам. Славка готов. Нет, это щучка. Это щучка. Так что вот такая вот резиночка оранжевая, желтеньким хвостиком басаров, пахнущая запашком так.
Опять переманила своим запахом. Да. Так что мы сегодня все снасти работают плохо. У меня так не работает ничего. Нету клёва. Белая ночь, видать, не время или что. Хотя вот мужики все жалуются, что не клюет сейчас вот, в это время. Да, вот сегодня, вчера, позавчера. Дня 3 назад, говорит, чучка поклевала, вот когда мы выехали, вот тот день, говорит, вроде бы. Мы просто не доехали с тобой. Да. Знали бы, ехали бы до сюда. Ну, мы поздно выехали, мы 3 только выехали. Долго собирались. Ну, день заезда и то еще поймали. Да. Почти пол-ведра. Да. Да. Ну, сегодня мы нашу норму уже тоже практически это. Да. Да. Сейчас я еще желтую вертушку поставлю. С Да. полоской. Да. Пушка, да, типа? Посмотрим. Ну вот. Каждая снасть ловит по одной рыбке. Вот, сажать в баре пулемет. И вот пойми, да, на какой ловить, если они все рабочие, да? Говори. Это надо, значит, на каждую ловить. То есть приманок тут до хрена еще чуть-чуть. Да. И это, если каждый будет работать, так это можно целое ведро поймать. Вот это вот большое. Сейчас попробуем. Сколько тут литров воды влияет? 20. Мне кажется, больше. Ну, 20 литров. Ох. Ты, ну, тихо там. А раз супер. Так. О, вот, говорю. Вот, да. Это я кинул туда. Раскидался. Блестами всякие. Так, ну что, поймаем мы на эту желтую блесенку. Мы вам покажем, если что поймаем. Нет, так нет. По крайней мере, вот все, что здесь лежит, кроме вот этой болванки. Болванки. Все поймали. Да, на мою удочку тяжелые блесна что-то не очень. Хотя и написано по тесту 7,28 все-таки. Ой. Все-таки легкие снасти. Еще и запутался. Вон этой утки, да? Да, вот этой утки. Где? Летят. Летят? Да, вон, да, утки. Утки летят, утки. Через 2 месяца посмотрим, как они будут летать. В автоклаве, да? Да. Пусть растут, пусть жир нагуливает. Сколько? 23:09. Так, друзья, вы сами слышали, Слава говорит 23:09. Это 10 минут 12. Поклевки прекратились, уже минут 20, наверное, ни одной поклевки, чтобы мы не ставили, тишина полная. Набегают тучи, поднялся ветер, начало моросить. Вон такая вот свинцовые тучи набегают, погода портит. Вон. И подводим итоги сегодняшней рыбалки. Вот эта 20-ка. Если это все почистить и посолить, это как раз будет пол 10-литрового ведра, как минимум, да? Так что мы своей задачей справились, да, Слав? Сработали все воблера, воблерочки вот такие. Кроме этой блесны, вот это сработало, ловили щук. Вот это тоже сработало, вот такой вот расцветки, вот такой вот расцветочки. Все это сработало. Вонючая резина, только вот эта большая не работала. А эта маленькая тоже не работала? Нет, вроде бы сегодня нет. Сегодня, ну, окунь почему-то не клюет еще. Короче, 2 против 4. В общем, язи тут, не знаю, сколько штук. Штук, наверное, 6-7. Посчитаем. По счету, да, потом. В общем, на всех парах летим в сторону деревни. Проверяем по пути наши продольнички. И все, сегодня не будем ждать утра, потому что вчера утром ничего интересного тоже не было. Погнали. Готов к полету? На кукушке?
что нам скажут закидушечки? Продольники. Раньше закидушки называю продольниками, теперь продольники начал называть закидушками, блин. Короче, с кем поведешься, от того и наберешься. Стоит, все, и пускай стоит. Опа. Так, натяжечка есть. Какая-то рыбка пока есть. Это окунь. Нет, еще там еще что-то есть интересное, походу. Ух ты, ух ты, ух ты. Язь. Два окуня и язь. О, класс. Так, ты мне бы... Открыто. Мне бы, да. Так. Что-то мешает. Вот два таких окуня. И язь. Вон, хорошие окуня. Уже окуня, видишь, глубоко закладывает и дохнут. Надо как бы чаще проверять, иначе они испортятся. И вот такой вот язь. Ах, так. Какой мощный, а? Блин, какой он сильный. Угу. Сильный, мощный. Мощный, сильный и противный. Эй, тихо. Так, еще где-то тут окунь был. Сейчас оцеплю его. А если заглатываю, да, и этот. Я не буду насаживать продольник, наверное, или что? Или насадить? Почему? Да, мелкие черви просто, я их не вижу сейчас в темноте. Очень неудобно. Крупные черви надо было. Крупных червей нет. Это тоже морозец. Ладно, попробуем. Если получится, насажу. Нет, так нет. Все, пока выключаемся. Опа. Он сказал опа. Опа, какая попа. Опа. Наши потеряшки, продольники. Еще, видишь, еще служат. Опа. Чуть на... Так, натяжечка есть. И эта натяжечка у нас окусок. Окусок уже умер смертью храбрых. И еще что-то там небольшое. Хариш, что ли? Ничего себе, язина. Янцикаден. Вот это янцикаден. Заглотил хорошо, смотри, не ушел. И ёрш еще, ёрш. Ё-моё, вот этого еще не хватало. Еще ёрш. Или... А ты ершов тоже берешь, да? Да пусть будет что. Ну, такая. Вот, ёрш, окунь. Я ж соленых ерш ем же. Да? О, видишь, плесканулся. Сейчас мы его попробуем поймать отсюда. Так, ёрш, окунь. И язина. Абразина, И блин. язина, вот такой вот язина. Вот это язина, господа. Смотрите, Как, ребята. как твой, да, примерно? Да, блин, да. Который ты поймал. Этот, по-моему, побольше нет. Без сачка, видишь, слабо зацепился. Так, ну ладно, закрываем, вот сейчас Да, будет да. прыгать. Сейчас эти Плотничком. блесна у нас все улетят. Пока отключаемся. Да, отключаемся. Поехали. Третий продольник. Что нам ты покажешь? Маховичок. А маховичок, натяжки что-то я не вижу. Окушочек и все, походу. Ага. Еще там один, походу, окушок. Маленький и все. Ёрш. А, и еще окушок. Или что это такое? Да, окунь. Три окушка. Это небольших. Один больше другого. Так, этого отпустить. Немедленно. Ой-ой-ой, как он заглотил. Ой, ладно, попробуем. Может быть, получится. Этих двух возьмем. В них есть мясо, что поесть. Так, ладно. Ну вот и все. Но не пусто, и то хорошо. Где он там у нас? Вот он. Окунь, получается, есть. Ах, скоро, Он не хочет есть. скоро он долбить начнет. Да? На резину желтую. Блин. Заглотил-то, господи.
все. Сегодня, наверное, даже немножко и больше получится, да? Так, смотри, как улов у нас. Да, сегодня побольше, по-любому побольше. Побольше, потому что почти полдвадцатки стало. Так что нормально все, почти ведро рыбы. Здорово. Ну вот и все. Песня сяда. Песня кончилась. Все, ребят, давайте до завтра. Порыбачили на спиннинг. Спокойной ночи вам. До новых встреч. Порыбачили на спиннинг. Проверили продольники и отдыхать. Увидимся завтра на канале Коми Рыбак. Всем пока. День 4.